Так, видно меня, да? Валейкум салам, профан Эйнштейн. Так, бонжорно, Джорджио Армани. Так, здравствуйте всем. Так, Виснин, да? Валейкум салам, Джинво. Валейкум салам, как найти? Теперь не опоздал, все нормально. Амир Аль-Мумин, салам алейкум, валейкум салам, пока не виснет. Ну, хорошо. Хорошо. Отлично. Так, точно не виснет. Так, у меня полевые условия. Алейкум салам, алейкум салам. Так, сразу хотел бы начать с темы. Хотел начать с темы. Виснет, парни? Скажите кто-нибудь. Зависает. Ага. Да, здесь связь не очень хорошая. Так, виснет местами. Так, что же сейчас придумаем? Что же сейчас придумаем? Так, мобильную точку отключим. Так, ладно. Попробуем так. Как будет, будет. Будет зависать, будем что-нибудь делать. Здесь я нахожусь просто в другом месте. И здесь связь не очень. И не слышно местами, да? Заур бай султану. Онохчи мават. Ват хашилег сонохчи. حتسوى تقوي بوخ والله بالله وقزور حقوز حوا تقوي أنا أقولا والله بالله ستوور سونغوي термодом. Это не у меня стоит, это у вас должно там стоять, если это ты мне пишешь, ногчи надо. Так, ассаламу алейкум, салам. Да, у всех виснет, у всех проблемы. Так, ого, мне Заур Байсултанов, да, вызывает, спрашивает, мужчина ли я приехать домой. Я, конечно же, я мужчина, в отличие от Заура. И Сусаймах, и он мне говорит, я говорю, приезжай ты сюда. Он говорит, зачем мне ехать, он у себя дома находится. Зависло, да? У меня виснет. Скажите, виснет или нет? Нет, DQ. Нормально все говорит. Виснет. Вот у кого-то виснет. Да, вот, ну вот сейчас. Заур Султана говорит, ногчи да. Заур Султана, ногчи адырят,
نوحي لاري غاس شان حلر نوحي بوي شليلر واتر نوحي بوي كان يوخي وقتن ليلر واتر نوحي بوي كان غدوخ شليلر واتر غاسقي انتريش حوايا غاسقي موت او هون بيوتي شو اشليلي شو بيغل اشليلي شو خرцу غاسقشان гоичат о дин дюнян, в том числе украинчан гоичу, американчан гоичу, европейчан гоичу. Шу бюхум шу хосанне гюй, хо бюхум ю, хо дела дел. Бюх шейт ду, аш неран шейт наш бо, шу шеш ду шейт наш. Шу غاسقشان تيوا سويك تأول بوغا. سويك تأول أبوشل شانا. حو حاول سويك قصدي آتا حو حي أصحون ليشنا هدنا. Освет целая бешу ват боаси. Вот что лично асхайн динаг ала. Катса дина, аз дина гасхшан дина, ашу гасхшан халгара дахуяхш лейюша ам мох дин шадолхум дөххан лилшнаду. Хо вистхул наган юка беш наган юка вистхул хакдол сагватсо. Китио, хо приблизительно милогу сокетта цундел боаси. Хо хакадиро хавуширша шушаиша يستخل حق دول الشيات طيات لي شو يلي طون لي المتك او تبيتن شو يلي شاش لي يشون خو اردو شاش خارشون شاش يويم لي так что аудидуй пеш пихот юбош лиш حكديروات زور يعتقيتون هيبدأ هو بيوسجو سو بيش كويات ازون حم ليوني حكديرو بيخاتينيت بوتينو حب بيخاتينيت ليوق بريتستادين تا حملو تنديلا تتاع سخيتك دايلر تاجيم حسن بيشكش ليشك داتل تسدول تنديلا я на этом тебя забаню, потому что такие мерзавцы, предатели, бандиты, преступники, которые совершили тягчайшее преступление против своего государства, которые совершили измену Родине. Вот этих людей я себя тут не держу. Тундела асхасанил предатель Родины, баниовит. Тадик был в этом гостинице, я начальник Баджунда. Шуш не режь, короче, я рвай лоузе здесь наш. Шухан ты кочерил. Интерхунта, все нормально, я его забанил. Адам Гака, ва алейкум салам. Профан Эйнштейн, блок Тоцун, Асна Хасан, Она Сустиумни, ответит, де что штаз, ответит, да диз, ответит, да диз, خائتا ديز ذات ويقول خبر ديوتش جوقاوي ان حط اوي بشوي والله شو برش دلاري شو غاسخ دوير مداتر ويرا وش اشم قونغي بايان زكون بول اخ دنيا مير بول قونغي بايان اشم بايان شو ابي كان تانت ازدواج صديق لهتن دوشو ام بقدو веллеган قونغ شا وسرو и вышел шум реакцион зря قونغي никогда в жизни шо он рехиряться. Шунрара шашьёте. Ади танюке байсангур. Все, надо царствик. Так, поехали дальше. Алейкум салам. Не обращай внимания, Все, я его забанил. Просто надо говорить, чтобы они понимали, что они тут, как будто мы их испугали. Как будто мы их испугались. Если бы мы испугались бы, мы перешли бы на сторону русских, когда вы переходили, понимаете? Нам даже, мне лично не надо было даже пугаться, понимаете? Я жил среди них, мне достаточно было просто стать в их ряды и все. Меня никто бы не обвинил бы, как вас, например, которые потом поняли, бегали в разные... Я имею в виду, они бы не обвинили бы, мой народ меня обвинил бы. А так, абсолютно ноль. Шунрара, сейчас 0 умноженное на 0. Так, давайте перейдем к реальным делам.
Он подписчик. Во, тигр буча. Тогда понятно. Переходим к теме, основной теме. 6 августа, да, давайте, чтобы можно было, если что, вырезать из этого, сделать видео. Потому что отдельно, чтобы надо было. Потому что меня просили украинские блогеры тоже сделать обращение по этому поводу, чтобы они тоже могли распространить. Я, конечно, завтра пойду. Витаю, Мила. Витаю. Вот, кстати, Мила Вин, украинская блогерша. Подписывайтесь на ее канал. Мощно мочит москалей. Так, давайте вернемся к нашим делам. 6 августа 2019 года начнется марш за верховенство права и справедливости в Страсбурге в 11 часов. Марш продлится по разным оценкам, пока мы будем выяснять, как все это будет. Сайд Амин будет и другие люди, которые входят в комиссию, будут принимать решения. Ну, где-то около 2 недель. Марш состоится около 2 недель. Он пройдет из Страсбурга до Женевы. Всех желающих прошу принять участие, поддержать всячески, кто как может, чтобы мы могли как можно больше привлечь внимание к этому процессу. Наша задача, да, чтобы все понимали, требование начать проверку деяний путинского режима в Чеченской республике Ичкерия с начала Второй русско-чеченской войны 1999 года. Мы призываем Международный уголовный суд в Гааге выполнить свои прямые обязанности, только и всего, да, соблюдать международное право, о котором везде любят все говорить. Для этого мы обращаемся в Организацию Объединенных Наций, штаб-квартира в Женеве, к Совету Безопасности ООН и лично генеральному секретарю организации Антонио Гутерриш. Также мы обращаемся ко всем организациям и людям доброй воли и призываем вас поддержать нас в этот решающий момент. Для ясности, да, я поясню для своих зрителей, для ясности хочу сказать, что для того, чтобы МУС, Международный уголовный суд в Гааге, мог начать свое расследование, есть 3 способа. Первый способ – это страна-участница, да, в соответствии с Римским статутом, это страна-участница, ратифицировавшая Международный уголовный суд в Гааге, обращается и подает документы по поводу нарушений. Второй способ, да, и тогда МУС проводит расследование. Второй способ, когда генеральный прокурор МУС, имея основания, имея документы, доказательства, имеет право начать расследование, да, по своей инициативе. Вот такие большие полномочия у прокурора МУС. Ну, там есть определенная внутри процедура, он это выносит у себя внутри там, на голосование, они там утверждают и так далее. Но это уже отдельная тема. Короче говоря, прокурор может этим делом заняться. И третий вариант, когда Совет Безопасности ООН направляет материалы и предлагает начать расследование по фактам, да, геноцида, военных преступлений. МУС рассматривает эти тяжкие преступления, совершенные государством. Геноцид, военные преступления, преступления против человечности и так далее. Так вот, прокурор Международного уголовного суда отказался, да, и попросил, чтобы его об этом попросил Совет Безопасности ООН. Вот какое дело, да? На глазах всего мирового сообщества произошел геноцид. Прокурор об этом знает. Дело у нас приняли, оно уже находится. Следующий прокурор это будет, или через него другой прокурор это будет, это не важно.
Дело уже находится там, и рано или поздно оно будет, по нему будет начато расследование. И наша задача, чтобы это рано, даже после смерти Путина, в случае неудачи, мы будем добиваться, и кто останется в живых, как нацистских преступников, мы будем доставлять или в Гаагу, или в город Джохар. И там будем проводить над ними суд. Так вот, мы обращаемся в ООН для того, чтобы ООН повлиял и воспользовался своим правом и потребовал провести расследование. Прокурор имеет на руках доказательную базу, и дата проведения начала этой акции без преувеличения, да, может кто-то не до конца верит, не кто-то не до конца понимает важность этого события. Дата, сам процесс подачи, это исторический момент. Мы очень важное, большое дело здесь делаем. И юристы поймут, да, многие есть скептики, которые говорят, что не добьемся ничего и так далее. Если ничего не делать, точно ничего не добьемся. А я абсолютно убежден, что мы добьемся. Главное, надо добиваться и требовать всего этого. Так вот, 6 августа я бы хотел напомнить, 1996 года была разработана и применена операция по деоккупации, да, по захвату города, на тот момент еще Грозного, где находилось от 25 до 40 тысяч российских оккупационных войск и коллаборантов, да, их марионеток. Операцию разработал начальник штаба Аслан Масхадов под кодовым названием «Операция Джихад». И 855 наших бойцов вошли в тот день в оккупированный Грозный и полностью блокировали. Внутри населения, внутри города наши бойцы были поддержаны мирными гражданами, проводились митинги, акции. Первые дни были бои, после этого начались переговоры. Также присоединились ополченцы, которые находились там, мужчины, женщины, кто как мог, да. И это вынудило Россию пойти с нами на переговоры, да. Давление Запада, блестящая операция, где Россия была поставлена перед выбором стереть город с лица земли вместе со своими военными. Военные пытались прорываться, их уничтожали и так далее. Они начали уже там голодать, там им продукты скидывали с вертолетов, и так далее. Были такие тяжелые позиционные бои. Но ничего они не могли сделать, кроме как артиллерии, как они это делали во Вторую войну, да и в Первую войну, когда там еще не было оккупантов. Когда же уже находились их головорезы в плену, скажем так, в окружении, то они были вынуждены просто пойти на переговоры. И генерал Лебедь тогда воспользовался этой ситуацией и был переговорщиком. После этого получил просто колоссальную поддержку. И я абсолютно убежден, что любой новый политик, российский, русский, который поддержит идею дачи независимости, Ичкерии, да, вывода войск, восстановления нашей государственности, деоккупации нашей страны, этот человек получит такую же поддержку среди российского населения, потому что русские уже начали понимать, что их кинули, как говорится, да. Вот такого плана вещи. Мы должны всячески поддержать этот марш, кто сможет финансово, кто сможет автомобилем, кто личным присутствием, кто-то может на час прийти, кто-то может на день прийти, кто-то может на неделю прийти. Мы требуем привлечь к ответственности, начать расследование для привлечения к ответственности военное и политическое руководство России. Что еще можно сказать по этому поводу?
все, у кого погибли родственники, у кого погибли мирные, да, кто не воевал, женщины, дети, братья, сестры, кто непосредственно воевал, да, мы иногда опускаем такой момент, что вот ну, погибли наши бойцы, ну и погибли. Но эти бойцы тоже не были прирожденными кадровыми военными, которые выбрали этот путь. Там в основном были из мирных всех профессий, гуманитарных наук, гуманитарных профессий люди были. И это наши люди, которые вынуждены были взять оружие. Я уверен, что ни один чеченец не хотел бы войны, нормальный, адекватный чеченец. И вынуждены были взять в руки оружие, чтобы защищать свою страну, как это делают все на этой земле, и мы просто и вынуждены, и сделали это. И ничего на этом не закончилось. Государственность мы отстояли, государство у нас имеется, юридический факт сей имеется, остальное это уже дело времени и нашего упорного несогласия с этими бандитами из Кремля. Призываю всех поддержать. Дату вы многие меня спрашивали. 6 августа 2019 года, город Страсбург. Также в 11 часов. Начало в 11, с 11 до 12 будет митинг. И после 12 часов мы потихонечку уже тронемся в путь. И будем всех призывать. Также я обращаюсь к блогерам Украины, которые поддержали мою идею и готовы поддержать полностью весь наш марш, да, от начала, от митинга, прямые включения по ходу пешего марша и конец нашего похода, да, пешего марша. Будут поддерживать. Также я призываю всех украинцев, всех русских доброй воли, да, кто признает преступление своей страны против нашей страны. Сейчас, если речь идет об этом случае, да, конкретно сейчас о нарушениях международного права в Чеченской Республике Ичкерия ведется речь. Ну вот призываю всех, кто неравнодушен, поддержать нас. Всех людей, все организации, мы это будем распространять, будем привлекать внимание, будем всячески навести информационное освещение этой нашей работы Сайдамина Ибрагимова, нашего правозащитного центра Международной ассоциации «Мир и права человека». Ну вот, что еще можно сказать по этому поводу? Ну, в принципе, все, дату вы знаете. Самое главное не сказал. Это операция «Джихад-2». Это будет операция по установлению нашей государственности. Как та операция, разработана Асланом Масхадовым, «Джихад», которая изучалась в Пентагоне, в других государствах, да, среди военных науках. Эта операция вошла в историю военных наук. Она изучается. Аслана Масхадова об этом много расспрашивали специалисты по этой теме, по этой операции. Так вот, сейчас это можно сравнить по масштабу такого же значения операция, которая сейчас проводится, организовывается Сайдамином Ибрагимовым. И мы надеемся, если как тогда весь наш народ приложил усилия, и весь мир приложил усилия, и европейские страны, за что мы отдельно благодарны, я лично и все мы благодарны международным организациям, Соединенным Штатам Америки, европейским странам, да, которые тогда нас поддержали активно, отдельным депутатам, да, Польши, которые нас тогда поддерживали и поддерживают до сих пор, и многим-многим другим отдельным людям, которые поддержали, там, занимая определенные влиятельные, имеющие влияние на ситуацию посты. И всем благодарность, и мы просим опять сделать еще один рывок, да, еще одно усилие, открыть второе дыхание и отстоять наше право на верховенство права и справедливости. Все, что от нас зависит, мы будем делать. Если
вы готовы поддерживать. Все, у кого погибли родственники, все, кто принимал сам участие, да, и не погиб, кто ранен, кто прошел через пытки, не воевал нигде, пострадал, кто вообще не пострадал, да, все эти люди также должны принять, просто обязаны принять, поддержать. Кто хочет анонимно, кто как хочет. Но надо бы поддержать. Всем спасибо. Баркалшун. Дал мулатулам вайгахирбу сашикуец. Так, теперь я перейду к вашим вопросам. Завтра я обязательно еще сделаю отдельное а, обращение. Ну, постараюсь, по крайней мере. Сейчас я пока еще не знаю, как получится. Так. Так, давайте я перехожу к вопросу. Так, Байсангур, у Аслана качество, а не количество. Ладно, Байсангур, спасибо за поддержку. Так, Анзор Рено, чеченцам кровожадная Россия всегда навязывала войну. Да, так и есть. Джордж Майер, Чечения будет свободная страна. Да, Алмула, Джордж. Жора Майер. Война, место встречи. Перед Страсбургом, перед зданием ПАСЕ, если я не ошибаюсь. Страсбург. Город Страсбург. Так, Интерхунта. Блогеры Украины поддерживают чеченцев. Спасибо вам, парни. Просто салам видео. У меня есть под этим видео e-mail. Можете туда написать. Так, видео Ичкерия жива. Азери Тюрку. Красиваем, слава Жора. Как найти? Так, это не мне. Война в Ичкерии перешла в другую фазу, говорит Джордж Оруэлл. Дискриминация чеченцев. Такого позора, который льется. Так. Рустам Ахтям. Украинцы меня разочаровали после выборов. Я понял, что это большинство граждан плевать на свою страну. Руслан Ахтямов. А скажи, ты с какой страны? Тебе плевать на свою страну? Украинцы не могут разочаровать из-за того, что не сделали свой выбор. Это уже как бы сугубо твое личное видение. Рома Скиф. Аслан, как ты видишь будущее Кавказа? Да, короткий вопрос, но очень объемный должен быть на него ответ. Так, ну как я вижу? Вижу будущее свободным и всего Кавказа. Так, Виктор Полока. Ассаламу алейкум, аслам. Маш, поддерживаем. Алхамдулилlah. Ва алейкум салам. Так, как меня видно, как слышно? Так, Руслан Ахтямов. Американцы, как и русские имперцы долбаные. Ой, тебе украинцы не нравятся, американцы не нравятся. И еще с русскими сравнил американцев. Нет, дорогой. Нет. Да, да, это так надо принизить, чтобы сравнить с этими кровожадными убийцами. Так, Ислам Ардашев. Аслан, ты молодец. Спасибо, Ислам, ты тоже. Так, как у меня? Не зависло, господа? Что за напасть такая? Господа, не зависло? Все окей. Ну все тогда. У меня просто на телефоне зависает, значит. Ну, слава богу, хоть там не зависает. Так, правоночный Аслан, ты видел видео, как коллаборантская власть докапывается до чеченской молодежи, которая занимается пением в интернете? Ничего сверхпостыдного из этого, чем занимаются певцы Кара, ребята не сделали. Да, я видел, как эти коллаборанты докапываются до других певцов, которые на фоне Кадырова. Понимаете, это их марка, это и чисто их. И те, которые поют на фоне Кадырова, они не намного лучше тех, кто в системе поют на Кадырова. Но то, что запрещать, конечно же, это нельзя запрещать. Конечно же, ни в коем случае не может быть, ну только может быть это в оккупированной России, Ичкерии может быть, такие вот эти анекдоты. А тот, кто это выступает, это министр, это российский министр, он к чеченцам имеет, вот как тут был этот Вася, который такое же отдаленное
сходство с чеченцами. Так, Нью Горизон. У Нью Горизона, чего там у Нью Горизона? Так, да, совершенно верно. Нью Горизон. Горизонт. Руслан Ахтямов отвечает. США из мусульман не делали террористов, как русские КГБ. Да, правильно. Хас Магомед. Му Аслан брат дал Алш Войла. Дику. Деврей Схуль. Масуд Ойва дал Алш. Так. Видно и слышно хорошо. Отлично. Зависает, говорит Байсангор. Ромовский, витаю. Витаю, Рома. Так. КР. Аслан, нам надо будет там власть экономистов, судей, свою армию, свой Моссад. Надо будет поставить в Чечне 90% наши просто ждут, пока в России нестабильность Путина, да. Да, конечно, нам, все институты власти, да, которые у нас уничтожены, дискредитированы, и территория захвачена, конечно, нам надо восстанавливать. Но для начала, первое, что мы должны будем сделать, это избрать президента и парламент. И мы, конечно, все как один должны будем соблюдать и следовать закону. И если мы этого не сделаем, и Россия не до конца развалится, то она нам опять будет мешать. Это будет большая проблема. Так, война, война. Учителя мусульманского мира вы достали своим тупизмом. Джордж Орвелл. Аслан, если сходу заезжают сочувствующим мусульманам, это засланные казаки, блокирую. Я живу среди арабов и афганцев, продажные, мерзкие. Их девиз нападать из-под тяжка. Не все, но 8 из 10 точно. Эдуард Мамедов. Салам, Аслан. Ты слышал, что Российская Федерация 3 месяца выдает паспорта в Донбассе? Приемные пункты работают без выходных. 3000 было выдано при 3-миллионном населении. Вопрос, как ты думаешь, кто получил эти паспорта? В первую очередь, наверное, кто служит, да, коллаборанты, которые собираются, не собираются в Россию. Остальные не получают. Это очень хорошая новость, Эдуард. Салам, Эдуард. Это хорошая новость. Это говорит о том, что на Донбассе люди начали понимать, что их обманули. Так, Анзорино. Сегодня протестное движение в России шаман-воин на слуху. А что делать, если других нету воинов? Сам на себя похожий наховец. Говорит, маршал Дохвик Аслан, ты четкий парень, всегда смотрю твой стрим, молодец. А главное, голова работает у тебя по уму. Далат бой ласта. Дерей свой маршал Хиль, сам на себя похожий наховец. Дерей свой масера бойва далату. Интерхунта. Аслан, слышал об акции протеста в Питере 24.07 у Финляндского вокзала. Нет, не слышал. Но я знаю, что начали потихонечку уходить, и они сейчас начали опережать, да. Надо понимать, что вот сейчас ситуация какая сейчас у них намечается. Для того, чтобы не появился свободный русский или свободный лидер там, русских, да, появляются симулякры. Эти Гудковые, кто сегодня там этот был, мелкий такой, Собчак, он там якшался, короче говоря, вышел, мы будем стоять, и заявляет революционер, которого страна уничтожается, разворовывается, он говорит, мы будем каждый день сюда выходить. Он не говорит, мы останемся и будем стоять, пока власть не изменится. И такой с пеной у рта он доказывает, говорит, мы не сдадимся без боя. Что это значит? Что после боя или имитации боя он обязательно сдастся. Поэтому все это Яшин, да, спасибо, как найти, Баркал, да, это был Яшин. И вот создаются эти симулякры, вот они начинают сейчас, зная, что сейчас русские и россияне уже наготове, и что готовы сейчас взорваться,
вот эти симулякры начинают все более активно говорить, чтобы на фоне вот этого симулякра свободный оппозиционер, свободный, да, у них там своя тусовочка, есть либералы системные,